Выезжаем на Ленские столбы. 8 утра. Наш водитель Набина Белаевич. Это нормально. Сколько километров до Антон-Куракадери? Почти 200 километров. 195, где-то так. Ага. Находимся в Хангаласском улусе. Выезжаем из территории Якутска на Хангаласский улус. Заехали в Хангаласский улус, на границу. Вот стоит орел, символ улуса. Орел молодой. Горнолыжный курорт Тефтыр парк. Очень много всяких разных настроений. Сколько-то есть. No. Банники бары ведь он. Гостевые домики, банники. Вообще Хангаласский улус — это весь туризм якутский в основном находится в Хангаласском улусе. Ленские столбы, Кюрюлюр, Ботама, Тупатеся, Булус. Булус — это ледник, который не тает летом. Тукуланы, песчаная гора Тукуланы тоже, да. Очень много достопримечательностей. Еланка, да, тоже на реке Лена. Скалистая местность, поэтому очень уникальный улус с уникальными природными данными. И самое главное, очень близко находится от города Якутска, поэтому доступно все. Ну и дорога. Соответственно, это федеральная дорога, по этой дороге едешь на Москву, на запад. Проезжаем зоопарк Ортодойду, подъезжаем. Это самый большой зоопарк на Дальнем Востоке. Владивостока Ухана была охвата. Ортодойду переводится как «Серединный мир». Тоже очень много уникальных животных. Белые медведи, тигры и так далее. Очень много. Отсюда отправляют белых медведей в российские зоопарки. Здесь рождаются и отправляют. Уникальный зоопарк на севере. А мы едем дальше. Да. Здесь есть лодочная станция, и летом отсюда на лодках туристов возят на Ленские столбы. На машине сюда приезжают, и вот отсюда по реке уже река Лена. Вот так вот дома стоят вдоль реки, на берегу, вдоль трассы. Булгуньяхтах. Прям вдоль берега, да, трасса. У нас смывает тосыновый подда. Но заехали на реку Лена. Сейчас по реке поедем. Вот. Туристы тоже остановились, видать, кормят реку Лена оладьями, кумысом. Наши туристы тоже попросили остановить, тоже сказали, будут кормить матушку реку Лена. Вот такие у нас традиции. Вот все
все ложат оладьи у дороги. Наши тоже. Я тоже сейчас пойду. Ритуал. Да, Этот чтобы у наш нас ритуал. дорога была хорошая, чтобы у нас сегодня отдых был хорошим, чтобы ничего не мешало, не предвещало, да? Да, да. Просьбой и благодарностью вот такие вот у нас церемонии. Кенергирина. По солнечному кругу. Теперь ты, бро. Он обязательно батугрухтахан искер. Ну да, конечно. Базар жох. Вот так. Алла что, да? Говорит, что сам тоже должен кушать. Остановились у пещеры, сейчас туда сходим, к горе. Вот видите, все останавливаются, уже уехали, тут машины стояли. Красота. Рассказывай. Что рассказать-то? Где мы, что мы? Иландские горы. Иландские горы? Вдоль реки вот такие горы сейчас. Побережье, да? Да, Долинский столбов, вон оттуда. Братрат, да? Барат, Это что за этот пещера? Как называется? название не знаю. Дождевая вода, снег тает, вот образуются такие Отверстие. пещеры, отверстия. Ну. Отверстия не как пещеры. Это то, дырка някаким отверстие было. Вот и ленские столбы. Да. Вошел наследие ЮНЕСКО как нематериальное наследие человечества. И солнце наше. Погода рый. Пока прохладно, поэтому народа мало. Здесь вообще полный аншлаг людей. Бывало, говорит наш Пока мало, пока. гид. Через недельку попрет. Туроператор говорит. Через недельку попрет. Вот подъехали на природный парк Ленские столбы. Вот самая видная гора. Вот стоит. Здесь на входе оплачиваем сколько? 450 рублей. 450 рублей на кассе оплачиваем. Многодетным пенсионерам скидка 50%. И поднимаемся наверх. Тут, говорят, продают шашлыки. Спрашивал людей. А так, в инстаграме было написано, что есть комплексный обед за 450. Но сегодня, говорят, его нет. Так что будем кушать шашлыки. Все, пойдем на кассу. Будем спрашивать, карты принимают или только наличка? У меня, например, только карта. Можешь меня занять. Карты принимают, да? Карты принимают. Apple Pay до сих пор работает, несмотря на санкции, западные санкции. Apple Pay работает. Это очень большой плюс. Это очень большой плюс. Да. Никакие санкции не работают, короче. Не наш. Так, это лобное место. Здесь, получается, встречают туристов. Я видел по видео, да, где тут стоят люди, туристы, а тут хозяйка этого парка встречает албусом. Тут огонь делают и кормят огонь, и хоть благословляет людей на все хорошее, короче. Можно здесь сидеть на камне. Вот сюда. Очень удобно, Да. Вот, например, вот сидеть. Только долго не надо сидеть тут. Можно посидеть немножко. Ага, чуть-чуть. Вот видите, это вот символ, да? Ага. Лицом. Так, до следующего раза. Это вот, как я понимаю, входная арка на подъем в горы. Ага. Сувенирная лавка. Здесь можно купить, наверное, какие-то сувениры, да? Ну. Память о походе на Ленские столбы.
И тут стоит контролер, который проверяет билеты, короче. Это обязательно. Ага. 450 рублей. Инструктирует еще потом. Инструктирует. Да. У нас съемки. Потом себя увидите, лайк поставите. Вот такие вот по такой ступеньке поднимаемся наверх, 2 километра. И говорят, люди, которые не физически не очень хорошие, очень устают. Ага. А мы видим спортивные, поэтому налегке. Го-го! Оказывается, если ты даже спортсмен и каждый день бегаешь, как я, все равно не очень легко оказывается. Так что будьте в форме, ребята. А мы сколько прошли? Даже половину не прошли, да? Да. Тут везде вывески висят, что опасные животные, медведи, скользко и так далее. В общем, это очень неплохо. Да? Да, да. Ча. Вот здесь такие места для отдыха. Можно посидеть, отдохнуть. Вот люди как раз сейчас отдыхали, хотели взять интервью, они ушли, короче. Поэтому можно здесь посидеть, позагорать, подумать, помечтать, смотреть, какой лес. Больше. Да. Как мне эта природа нравится. Слов нет. Да? Да, вот. Самое главное еще вот не мусорить. Да. И Соблюдать надо быть осторожным, мантру, да? не провалиться. Да. Скользко там. 3-4. Решили пока подождать своих, немножко подождем, если не подойдут, поднимемся и решили попить чаю горячего с молочком от Наби. Наби, кстати, я говорю для моей аудитории из Казахстана, он тоже наполовину казах, так что это ваш брат, так что лайкайте, не жалейте лайков. Вот он. Вот он я здесь. Вот наша сумка. Тут оладьи. А так, пообедаем внизу, да? Да. Спустимся, пообедаем. А наши далеко, наверное. Хороший контент будет наверху, как я понимаю, да? Ага, там вид обалденный. Вот поднялись на смотровую. Вот мы видим тут красивые девушки фотоют на Инстаграм, чтобы получить много лайков от поклонников. Вот, рассказывай. Поздравляю с успешным подъемом. Юрий on the top. Congratulations. Это для иностранных туристов, потому что очень много иностранных туристов приезжают сюда. Очень много разных блогеров разного калибра, которые приезжают, снимают сюда. Можете посмотреть Ленские столбы в ютубе. Это наша вот солома. Это, по идее, надо было с собой взять, тоже тут привязать. И вот ради этого вида, ради вот этого вида, люди приезжают сюда смотреть. Это вот наша Лена. Вот гора, до которой снизу видно, да, как я понимаю? Да. Ага. Видите, вот. Это вот называется Ленские столбы. Видите, как скалы, как столбы, поэтому. Вот дорога наша, по которой мы приехали. Вот правила посещения. Там, да? Там панорамная фотозона. Да? Здрасте. Сегодня еще народу мало. Смотрите, девушка переодевается, вот покажи видео. Для фото, для видео, сюда приходят и так, наряжаются. Вот, ну-ка держи.
на фоне Ну, нашей природы. да. Вот так вот. Так, мы тут встретили туриста из Москвы, Олег. Иди сюда. Что, Олег, как вам наша якутская природа, Олегская Красота. Красота. На самом деле прикольно. Ага. Вот. И я могу так сказать, что не только в Якутии, но и вообще, в принципе, в России много есть где поездить. Есть что посмотреть. Потому что события такие последние, да? No. Вот, они ориентированы на внутренний туризм. Вот. Короче, ребята, едьте в Якутию, не бойтесь, здесь есть что посмотреть. В общем, нашим зрителям советую, что приехали в Якутию, есть что посмотреть. Конечно, да. Не бойтесь, здесь есть что посмотреть, где разместиться тоже есть. Народ примет, советую попробовать хан. Хан. Да. Это- Супы с потрохом. Да. Это советую. Ладно, спасибо. Это называется Приезжайте. Нарьян Норгуй, да? Ну вот так, друзья, мы поднялись, спустились, пьем чай с пирожками. Там тоже пообедали в палатке, плов покушали. Вот смотри, покажи, очень много народа приехало, вот после нас машин очень много, всяко разных, хайсов тоже много, туристов водят, оказывается. Ну, после обеда народу. Приезжих тоже много встретили, когда поднимались, когда спускались. И местных туристов, и приезжих туристов очень много. Так что всем советуем, приезжайте, поднимайтесь, посмотрите своими глазами всю эту красоту. Если кому надо трансфер, обращайтесь к моему другу. Я ссылку оставлю в описании под видео. Все, пока, спасибо. Четко.